Диктатура существовала с незапамятных времен, начиная от Римской империи и заканчивая сегодняшним днем. Она является неотъемлемой частью в нашей истории и постоянно присутствует в разной мере. И в этом выпуске мы выясним, как же возникает диктатура и почему люди ее поддерживают. Диктаторы, как правило, появляются в сложные для людей времена. Так, отличным примером этого является становление диктатуры во множестве стран Европы после Первой мировой. Сталин, Гитлер, Муссолини, Пилсудский, Франко и другие появились в момент, когда их страны были в сложнейших положениях. Именно с появлением трудностей и бедствий люди в своей массе жаждут сильного и властного правителя, отца нации и народа. Таким образом, чувствуя слабость и немощность народа, появляется человек, который становится таким правителем. Именно так пришел к власти Муссолини, когда Италия была на пороге гражданской войны, или Гитлер, пришедший к власти, когда Германия была в тяжелейшем экономическом положении. Еще одна причина, почему люди поддерживают диктаторов, является легкое и доступное объяснение причин, по которым люди оказались в таком положении, и ориентация на какого-то одного врага. Людям не свойственно замечать собственные ошибки, легче в своих проблемах обвинить кого-то еще. Так, фактически каждый диктатор имел главного врага, и все беды государства обычно сваливались на него. У Гитлера это были евреи и коммунисты, которые довели Германию до такого бедственного положения. У Сталина и у других советских лидеров во всем виноваты капиталисты, а у какого-нибудь Саддама Хусейна Соединенные Штаты Америки. Следующая причина является скорее не отдельной причиной, а следствием вышеуказанной. И имя ей чувство ложной безопасности. Так как уже было сказано, диктаторы нередко сосредотачивают внимание на каком-то враге, так создается ощущение, что именно диктатор ограничивает народ от врага и его происков. И люди просто-напросто становятся заложниками ситуации, считая, что без их правителя все рухнет и их поработят. Идеология является неотъемлемой частью диктатуры, как и любого другого политического движения, вот только загвоздка в том, что часто диктаторские идеологии утопичны. Диктаторы часто заявляют о построении нового мира и общества, где народ будет жить в идеальном мире. Такими методами пользовались коммунистические лидеры, рассказывая о скором наступлении коммунистического рая. Об идеальном новом мире говорил как Гитлер, так и Муссолини. Благодаря идеологиям диктаторы навязывают людям удобный для них образ жизни и по сути учат их, как надо жить. Сложно представить себе диктатора без харизмы и ораторского мастерства. Именно благодаря своим личным качествам диктаторы и приходят к власти. Они обычно без затруднений входят в доверие к людям и могут с легкостью им понравиться. В начале своей карьеры пытаются как можно больше публично выступать и высказываться на любой счет. Их харизма создает видимость мудрого и честного человека, тем самым ослепляет людей. За ней люди не замечают его глупость, некомпетентность и несостоятельность. Пропаганда и цензура являются неотъемлемой частью диктаторских режимов. Именно эти две вещи создают нужный образ диктатора. До прихода диктатора к власти они часто используют громкие лозунги и заявления, пытаются максимально распространить свои идеалы. Но становясь главой государства, у диктаторов появляются механизмы для популяризации своих идей, так обычно захватываются все СМИ и устанавливается тотальная цензура. Большинство населения начинают просто получать информацию только из уст пропагандистской машины и даже не подозревают о существовании альтернативного мнения. Слабое образование и отсутствие критического мышления относятся скорее к современным диктаторам и диктаторам второй половины 20 века, когда образование стало общедоступным. Очевидно, что вышеперечисленные манипуляции наилегчайшим образом проходят среди людей, не разбирающихся ни в экономике, ни в политике. В целом, если посмотреть на нынешние диктаторские режимы, то они установлены в малообразованных странах Африки и Азии. Что же касается постсоветских стран с высоким уровнем образования, то тут не стоит забывать о правопреемственности тоталитарного режима, а также, несмотря на всю образованность, люди постсоветских стран слабо разбираются в политике и экономике. Еще один пункт, предложенный подписчикам из недавнего вопроса про диктатуры на канале, можно назвать позиционированием. Соль в том, что диктаторы часто устраивают пышные церемонии, митинги, шоу и тому подобное. То есть делают все, чтобы их величие было замечено. Они нам вечно вещают о наших мнимых победах и про борьбу с врагом. На их фоне любой демократический лидер, занимающийся важными, но при этом скучными вопросами, меркнет по сравнению с любым диктатором. В то время как диктатор наносит сокрушительный удар по врагам, демократ совершает дипломатический визит, диктатор восстанавливает историческую справедливость, а демократ подписывает экономические соглашения. Ведь и вправду, что демократ делает важного? И на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки, делитесь этим видео в социальных сетях. Пока!